вот, все, вот так, вот, поехали. Поехали, все, поехали. Нет, будешь выворачивать туда. Поехали, да, поехали. Забуксовал. Выровняйся сейчас, ровненько встань. Этот буксует. Везде песок. Поэтому сейчас надо выходить. Потом я к правому борту прижимаюсь. Там миллиметражи такие тоже всегда, когда поворачиваешь. Вон, видите, телега там проходит в миллиметрах. КамАЗики. Тонар. Честно говоря, от КамАЗика тут мало чего. Тут Мерседес уже, наверное. Сейчас КамАЗ завершит маневр, и я буду выезжать. Так что, ребятки, вот смотрите, что у нас происходит зимой. Можно, конечно, сказать, что прокладка, там не прокладка. Ребят, ну одна нога здесь не рулит. Братишка на КамАЗе чуть-чуть туда-сюда покачай, примни землю, ну в смысле песочек, и потом выскочишь. Примять надо ее. Вот, вперед теперь. Отлично. Вот сейчас задом выйдешь. Ездить. Это что такое? Но он нервничает, боксует. Туда его, поехали, что отстал? За ним проезжай! Там вправо еще можно, нет? Сейчас. Сейчас, вот так, накатиком. Что там морда у него? Нормально. Это... Тут нормально, поехали. Давай, поехали. Все, прошло, миллиметражи. Короче, ребятки, все, я на берегу, возле Вольвы, ну, вот миллиметражи. Я не знаю, как они так рассчитывают. Просто миллиметражи. Вот не знаю, сколько там, ну, даже 10 сантиметров не было. Ладно, возле фары егошной. Это я еще руль крутанул влево, чтобы жопу занесло. Ну, объехать его. И так бы снес ему нахрен. Так что вот такие вот паромчики, друзья. Место мне что-то вообще не оставляют, да?
что паромная переправа остается сзади. 25 рублей за это удовольствие. Если бы у меня колеса на телеге, ну, вся тележка была бы сзади, я бы, конечно, бампером нигде не цеплял. Но я уверен, что сейчас бы я не смог просто так съехать с парома. Потому что радиус был бы у меня просто колоссальный. А сейчас на пароме там особо не маневрируешь в этом песке. Вот так вот. Так что колеса, тележку я выставил нормально. Братцы, я почти на месте. Вот ворота, заезжаем и ночуем. Утро вечера мудренее, не прощаюсь. У вас утро будет быстро, ну а я хоть отдохну немножко. Все, ребятки, спокойной мне ночи. Ребятки, я сейчас нахожусь в Якутске, разгружаюсь. По дороге заболел, не знаю чем. Сначала горло болело, потом сопли появились. Вот. Потом кашель сухой. Сейчас, может быть, я не знаю, это мое самомнение или внушение. Как будто вот здесь вот начинает болеть. Не уверен. Затрудненного дыхания, ну, пока нету. И я трогаюсь отсюда с места разгрузки. Уже ночь на дворе, но меня еще во втором месте будут выгружать. Ну, не ночь, а вечер, я преувеличил. Короче, я подзаболел на этот праздник капитально. По дороге я ехал, мне было хреновенько, ребятки. Сейчас прям вообще прям вот просто лежал, укрылся и больше ничего не хотел. Фонарики классные, смотрите какие. Это габариты. Когда нажимает стоп, загорается все. Смотрите, как горят стопы. Вот так. Сейчас у меня будет такая же процедура на Покровском тракте. Только, по-моему, здесь еще и хуже. Ребятки, опять же помощь и взаимовыручка. Вот сейчас вот я в машине разгружаю вторую партию. Состояние у меня вот организма сейчас нестояние. Не знаю, чем я заболел. Я сейчас вот там лежал. Вот весь в одежде, весь под одеялами. Все печки сейчас включены. Сейчас жарище у меня тут стоит. Не знаю, сколько температура, но большая. Вот. Ну типа как морозит. И про что я? Булат, у меня есть телефон Булата, мой подписчик, который меня нашел однажды. Вот Чурон подарил. Вот этот вот. Чурон, я его приклеил. Саша Эверсту звонил. Саша сегодня работает. Саша пока занят. Вот. Ну, Булат откликнулся. Сказал, что сейчас поможет. Я, говорю, сейчас тебе привезу. Мне, думаю, нужен мед, лимон и терафлю какой-нибудь. Я потому что не уверен, что это там коронавирус, не коронавирус, но какие-то хоть, чтобы полегче были симптомы. Потому что вот я сейчас не хочу ни рулить, ни ехать никуда. Вот сейчас лечь и лежать. Вот такое состояние. Сопли, горло, кашель. Не знаю. Одышки пока нету. Ничего такого нету. В общем, вот так вот, ребятки. Булат сейчас сказал, что подъедет. Спасибо тебе огромное, Булат. Есть такой еще Леха, рыжий, на рыжем френче. Привет, Леха. Звонила тебе, что-то трубку ты не берешь. Походу ты сейчас весь в празднике или уже после праздника у тебя состояние. Ладно, не стал тебя беспокоить больше. Ладно, с праздником еще раз, Леха. Приехал мой спаситель. Булат, привет. Я надел 2 маски. Чтобы не... Масочный режим же у нас. Чтобы не дышать. Приветствую. Я не знаю, можно здороваться? Да, конечно. Я испорчу тебе это здоровье. Я же переболел, говорю. Ладно, спасибо. В общем, этот мед натуральный. Ну, специально натуральный искал. Они бывают с добавками. Там ну всякие. да, там из сахара, может там. Нет, это абсолютно натуральный мед. Ага. Тут все написано. Что мед. Понял. 2 лимончика. Отлично. Ну, сказали, он самый лучший Типа- по 3 раза в день пить. Типа терафлю, что-то такое, да. Да, но он получше. Ага. Он против гриппа и так далее. Там, Ну, короче, убирает симптомы. да. Я понял. же болел недавно. И у меня, короче, вот эта штука помогала хорошо сбивать. А это что? Температуру сбивать. Это что? Таблетки, как они там называются? Парацетамол. Хорошо. Парацетамол. Хорошо. Ну, это вот тут тоже парацетамол, по-моему, есть. Ну, может быть, но, допустим, когда плохо, тут же в малом количестве. Через полчаса примерно начинает действовать, хватает на 4-6 часов примерно действия. Но пить нужно максимум 3 раза в сутки. То есть не Максимум? более. Ну да, то есть 3 раза, все, не Ну, больше. я понял. Если меньше. Ну, я обычно днем мучился, а чтобы спать нормально, перед сном пил.
Ну понял. Да. А ты в больницу не ходил? Почему ходил? У меня есть там рецепт выписан от коронавируса. Просто эти лекарства здесь в Якутске уже не купишь. У нас просто это идет ажиотаж какой-то. Если найдешь, то они там очень дорого стоят. Я рекомендую. Я не уверен, что у меня коронавирус. Ну да. А там, я думаю, хуже не будет. Там антибиотики просто. А лучше купить Миринг. Миринг там больных нету практически. И там Ну понятно, понял. Да, и там дешевле. Без проблем, лучше в Нилке. Лучше где-нибудь на Сакуре остановиться. Такси и на взял там, Такси, да, до кого даже в Сербуре купить. Ну понял, знаю я там, я туда заезжал. Да, да. Все. Понял. Такой вариант. Спасибо тебе огромное, Булат. Доброго вам утра всем. Короче, я вам расскажу ситуацию. Пароход у нас только-только отчаливает с якутской стороны. Я вчера на него заехал, на паром. Ночь проночевал здесь. Смотрите, какая шуга, друзья. Вот эти вот у нас, как их называют, паромы, они летнего типа. Им по этой штуке уже тяжеловато. Смотрите, видите? Большими пластами вот это вот все двигается. Смотрите, братцы, мы почти как ледокол. Ну тут еще тоненький лед. Сколько? 2 сантиметра. Пол реки уже стоит. Вот здесь вот чисто, где паромы причаливают. Тут еще более-менее чисто. Пробираемся потихоньку. Ну, скорость реально аж падает. Еще немножко навигация закроется. Леночка замерзает. Короче, паромы будут ходить еще неделю. Еще неделю. Я сюда заезжал, здесь не мог повернуть сначала. Стаскивал, а потом буксовал. Пустой, легкий. Смотрите, миллиметражи, расстояние. Вот такие. В общем, братцы, подходим мы к берегу. Так что скоро очутимся на той стороне. Неделю. Я не представляю, через неделю-то вообще тут хреновенько будет. Вот они, самоотверженные, а. КамАЗик всю ночь тарахтел. Вот китайские фонари, чем плохо, они вот потом начинают выеживаться через это время. Вот еще паромчик, братцы, идет. Груженный полностью. Мест свободных нет. Много желающих сейчас в такое время. И цены не маленькие, друзья. Вот они, причальчики. Подходим, друзья. Я бы сказал, что это уже реально не шуга. Это не шуга, друзья. Это уже почти стоит все. Так. Смотрим хитрый маневр. Мы же сейчас идем против течения. Наверное, вот на вот эту будут подплывать, скорее всего. Проблем не должно быть. Капитан знает свое дело. Помощники тоже знают. АПЛ-ку подняли. АПЛ как якорь получается в передней части. Вот что самое интересное, в морском названии есть такое понятие, как фал. Я вот думаю, слово фалос от слова фал. Еще также есть в морском понятии такое слово, как конец. По-другому, по-моему, называют швартовы. Отдать концы. Интересно, да? Слова, как они пересекаются. Первая машинка пошла.
ушечкам надо вообще аккуратно, чтобы там не поотрывать ничего. Ни бампер, ни подкрылки. Этот, не боясь уже, знает, что нечего отрывать ему. Вот и пошли грузовички. Надеюсь, моя морда ему не помешает. О, американчик. Американчик с Европой, с европейской телегой. Поэтому он тоже относительно короткий. Я, по всей вероятности, буду выезжать последним. Потому что, чтобы мне выехать, мне нужно прижиматься на ту сторону, на тот борт. Иначе не выйду. Язык, смотрите, зафокстроченный какой. Красавчик. Любит технику человек. Вот, ребятки, началось и мое движение. Меня попросили протянуть вперед. Сзади меня стоял вольвак. Все, я назад сейчас даю. Он уехал. Вот вольвачок переживает, что зацепит. В общем, молодец. Потихонечку. Подушки на максималку. Смотрите, выдвигается. Смотрите, жопа. Миллиметры. Ну, проходит. Ладно, все, поехали и мы тоже. Все, ребятки, несколько маневров на пароме. Прижался к правому борту. Ну все, я на стороне без пяха. На большой земле. У меня есть подписчик Саша Савченко. Он родился и долго жил в Нижнем Бестяхе. И он говорит, что его дом находится, значит, как мы поднимаемся наверх уже на выезд с прямой, там под горой домишки есть. Кстати, там сейчас домов уже осталось мало, как он сказал. И Лена их смыла, мол, типа под это, как это правильно сказать. Ну, в общем, подмыла и все, нет уже там домов. Но Саша Савченко, в котором жил, он еще остался. Там у него живет сестра. Саня, привет тебе большой. Кто знает Сашу Савченко, он говорит, что семья там, ну, как бы, многие люди знают. Передает привет всем, кто его знает, и всему Нижнему Бестяху. От Саши Савченко привет вам, друзья. Вот этот свороток, про который Саша мне говорил. И вот там была улица Набережная. Не знаю, как там, может быть, тоже была набережная. Вот сюда. И там где-то еще стоит дом Саши Савченко. Сейчас посмотрим. Будем подниматься вверх. Может, крышу увидим. Да, вон, ребятки. Видите? Возможно, это и есть его домик. Ну что, Санек? Привет тебе. Вот он, суровый якутский край. Нижний Бестях. Здесь очень своеобразная техника. Сайгаки, КамАЗы здесь приветствуются. И такой немаловажный момент, кто здесь живет. У тех двойные стекла. Как минимум лобовое и боковые стекла, передние водительские. Иначе печка не справляется, все замерзает. В связи с тем, что я ну вот эти дни, грубо говоря, пока ехал на Якутск, я себя плохо чувствовал. Особенно, наверное, позавчера и вчера. Прям вообще капец. Ребятки, я за это время ничего не ел. Вот не поверите, вообще ничего, по-моему. Кроме как печенюшек и и чай. И вот аппетита до сих пор нету. Не было аппетита просто. Ничего не хотелось есть. Не потому, что там денег нет или... Не хотелось. Не было аппетита. И сейчас у меня как такового аппетита нету. Но зайду, перекушу немного. Легион. Тут у меня есть подписчик Мартын, шиномонтажник. Спрошу, работает он сегодня, нет.
А? Сразу узнают. Вова Трак, что ли? Да. Спрашивают. Драг. Спрашивай, да? Машину знаю. Ага. Здрасте. Здравствуйте, с камерой. Вы меня узнаете, да? Самое любимое мое кафе, да, по дороге? Да. Одно из любимых. Всегда стараюсь заезжать к вам. Лагман? Да. Лагман. Я сейчас много не хочу кушать. Я лагман, наверное, съем. Там хлеб у вас есть? Нету? Черный? Пару штучек, если есть черный. Нет черного. Ну, давайте белый. Серый тоже нет, да? Чай, кофе, Так, наверное, давайте чай с лимоном, сахаром. с сахаром. Чай? Да, потому что я не знаю, не хочу кушать, короче, нет аппетита, не знаю, вот такой вот. 179. Ага. Так, это копейки, конечно, мало я вам пользы приношу. Мартына нету сегодня? Есть? Есть? Он там, что на монтажке? Я увидела, он думала, машина что-то другой заходит. Ага. Это попутчик, он поломался от дороги. Вот его там в снег упал. Я сейчас помогу ему, вытащу. И дальше поеду. Легковушка. 21 рубль вашего записался, ожидайте. Ладно, спасибо большое. Ага. Так. Кушать в маске плохо, да, неудобно. Кушать в маске реально весьма неудобно. Традиционный лагман. Меня уже даже спрашивают, но сразу спрашивают: лагман? Я говорю, да. Вот так вот. Ребятки, вот Серега, короче, якут. Я его в Бестяхе подобрал. Он сказал мне, что машина слетела с трассы, но она целая. Порвался этот ремень. Он поехал на обутках в этот, взял ремень, и вот сейчас надо вытащить его. Помогать, короче. Так, за что зацеплять, не знаю, посмотрим. Вот он процесс, друзья. Вот он ее придерживает. Может, все удастся. И все, Серега спасен. Он сейчас поменяет ремень на генератор, и все. Я думаю, нормально. Все, будет хорошо, друзья. Вот такое вот получилось. В принципе. Кусты только чуть-чуть, может, поцарапали бампер снизу. А так нормально. В общем, повезло человеку. Ну что, братцы, подходила сейчас Сереге, посмотрели. Он там говорит: я залезть не могу. Туда снег там набило. Я говорю, там колесо у него пробитое сейчас. Получается, правое. Диск погнулся. Я говорю, колесо сними. Там боковая защита есть. Тебе будет гораздо легче это все сделать. Все равно колесо снимать. Так что все, Серега, надеюсь, там все нормально. У тебя 2 ремня там есть, поэтому справишься уже. Ничего такого. Инструменты все есть у него. Не холодно. Он аж куртку снял, жарко. На улице тепло, ребятки, сейчас. Сейчас что там? -3 показывает градусник. Возможно, от мотора чуть-чуть нагревается. Ладно, ребятки, я поехал. Дальше. Сереге удачи. Удачи тебе, Серега. Увидимся. Серега со Владика перегонял машину. Очень хотел спать. Чудо какое-то спасло его, что он ушел в снег в таком месте, где нет ни камней, ни столбов. Все целое. Антифриз на месте. Все четко. Он даже заводится, только лампочка горит, что генератор. Ремень порвался. Может, веточка попала, может, снег там, не знаю. Но там снега набилось много. Так вот. Так что, ребят, высыпайтесь. Вот он ехал, думал, сейчас приеду, сейчас приеду. Потратил сколько? Он утром сегодня полетел туда. А сейчас уже далеко после обеда, ребята. Поэтому никто ничего не выиграет. Поспал бы сейчас часа 3, и уже дома бы своим ходом добрался. Машина не повредилась, слава богу, вообще никак. Прикольное название у сока. Красавчик. Мультифрукт. Ну, а я, ребятки, продолжаю свою дорогу домой. Скажу вам честно, вот что я сейчас хожу, как черепаха. Собственно говоря, еду тоже как черепаха. Можно и побыстрее. Но вот у меня сейчас состояние такое, что хочется все делать медленно. В общем, не выздоровел я еще, друзья. Ладно, но уже получше значительно. Потихонечку еду и получаю кайф от этого, ребятки. Никуда не лечу. Нормально, никуда не тороплюсь. Едем в удовольствие. Так на дорогу смотришь, нормально все, но едешь себе, едешь. А посмотришь на температурку и все поймешь. 0 градусов. Газ даешь, колеса буксуют.
Вот так вот, скользко. Место, помните это? Это шашлычное, что-то как-то печально стало выглядеть. Что-то реконструкция чуть ли не под сносы. Не знаю, машина будет работать. Я, честно говоря, тут ни разу не кушал. Тут дорога, получается, проходит прям чуть ли не сквозь нее. А даже вот так. Построил человек себе бизнес. А потом раз, собираю его, говорят. Не поверите. Вы же этот перевальчик знаете. Вот хорошо я тут не разогонялся. Температура сейчас там сколько? +1, +2, да? +0. Короче, на горняке иду, и колеса в шлейф уходят. Вот так вот. Тут еще подсыпано, так что недооценивать нельзя этот перевальчик. Ребятки, подскажите, как правильно называется этот перевальчик? Внизу речка Хамыган. Так и называется перевал Хамыган. Если деревья зажигают, значит, это кому-то нужно. Маяковский. Только там про звезды было. Ребятки, доброго всем утречка. Ходил в магазин, запчастей купил, подушку запасную. То есть у меня еще все работают, но одна начала волоситься, и я не стал ждать. Пусть она будет у меня. Дальше фильтр, что запасных у меня уже нету. Вот один взял 1000 рублей. Я не знаю, что дешево или это дорого. Еще. Помните, я рассказывал вам про бабушки? Я уже не помню, я уже брал себе их. Ну, на всякий случай взял еще 10 штук. 30 рублей одна. На наши трубки, на френчевские, на обычные среднего размера, которые везде идут. 3/8 размер. 3/8 дюйма. Вот. И латочки 2/15. Латочки время от времени уходят. Я не стал брать их там 20, 50. Ну вот 2 штучки такого среднего размера. Они как раз само то пригодятся. Ну и все, друзья. Поеду сейчас я дальше. Значит, у меня сейчас где-то тут неподалеку Карифан. Валентин, привет, тебя будешь смотреть. Значит, должен загружаться, трал загружаться на Владивосток. Трал. Он одноногий, машина одноногая. Один задний мост. Все. Будет сложновато. Цепи там, не цепи. Сейчас снежочек пошел. Здесь вот снежочек шел ночью и сейчас чуть-чуть опять начал идти. А там, говорит, вот в Нижнем Куранахе шел всю ночь. Посмотрим. С одной ногой сложновато, не спорю. Цепи есть, но 2. Но 2 цепи это мало. Либо надо, чтобы была спарка сразу на 2 колеса, либо 4 цепи. Я уже сказал Вальку, говорю, еще внутренние колеса скачай на наружные цепи, а внутренние подспусти там атмосфер до 4 там. Не так давно, ребят, на YouTube смотрел видео про то, как сам инструктор повесил камеру. Инструктор по вождению самолета, по управлению самолетом. Значит, повесил камеру у себя в углу, себя снимает и своего этого курсанта, да? Блин, дорога хреновая, вообще капец. Да и так вроде еле еду. А снежок, видите, придает значение, что как будто она такая более-менее ровная. А хреновая, капец какая дорога! Ё-моё! Тут 20 надо ехать, а то и меньше. Капец. Ладно, про курсанта, ребята. Курсант заходит на посадку, штурвал, а он смотрит, как что он делает. И курсант должен произносить вслух. Тот, который видел момент, там была девушка курсантом, летчица. Она на летчицу училась. Не на стюардессу там, а именно на летчицу, на пилота. Вот. И, короче, она вот садится, заходит на посадку, а там самолет, по-моему, то ли кукурузник, то ли что-то такое маленькое. Потому что я не знаю, что там снаружи, какие крылья у нее. Внутри показывают кабину. И вот она перед посадкой заходит на посадку, вот уже самолет должен скоро приземляться. И она вот так вот в приборы смотрит, уцепилась руками в штурвал вот так вот. И даже не шевелит его. Вот так вот прям, ну как вот водители, знаете, тоже новички, вот так же. Он говорит, что ты вцепилась, штурвал? Что ты его боишься? Типа, и вот он берет ей штурвал вот так рукой. Ты, говорит, управляй самолетом. И вот так вот штурвал дергает ей. Вот так вот, ну, типа, смотри, куда он идет. Смотри, как он садится. Видишь, он влево, вправо. Вот ты управляй, говорит, ты им, ну, чувствуй, говорит, как самолет себя ведет. Ну, и это я к чему про вот этот вот, про самолет, этот, про курсантов. То, что те, кто на дороге, ну, не знаю, вообще дальнобойщики, кто имеет категории Е, они, наверное, уже все это прекрасно понимают. Может, не понимают некоторые, ну, на всякий случай.
Машиной нужно управлять, нужно рулем двигать. Обратите внимание, посмотрите любой фильм про авторалли там или еще что-то. Как они работают штурвалом, там, как они работают рулем. Вот это дело. А так заморозиться, держать руль. Ну, не знаю, нужно ли это вам. Скорее всего, вы это все и так знаете. А то, что ТИТ кто-то не может преодолеть. Дело не в дорожниках, ребята, а во многом другом. Все, кому нужно, его преодолевают. Кто уже едет не первый раз, потому что знают, как, что надо делать. Сейчас на обочине стояла машина. Тут уже почти к Алдану мы подъехали уже рядом. Вот Алдан уже был. Вышел человек, ходит вокруг нее и пинает колеса. Машина называется Нива. Человек ходит и пинает колеса. Пошел одну сторону, каждое колесо попинал. С другой стороны. На первый взгляд это кажется бессмысленным. Ну, проехал, не придал значения. Потом еду и думаю, зачем он пинал. Потом понял. Когда пинаешь колеса на машине, это один из способов проверить, из-за чего заглох двигатель. Так, ребятки, восклицательный знак. Я не знаю, он тут часто, наверное, горит. Телефон экстренных служб. В общем, выезжаем с Алдана. Скользко, но оборотики, видите, колесики буксуют. Ничего не поделаешь, ехать-то надо. А места здесь реально красивые, согласитесь. Даже в такую погоду. Ребята, как я вам говорил, что вот эти сложные места всегда они обслужены. Вот из Алдана ехал, ну нигде не было насыпано. Но там и нигде не было проблем. Ехал и думал, как там на подъемчике будет, на этом кривунке. А на подъемчике вот так вот, как летом. Раньше, ребятки, ездил, постоянно снимал вот эти места. Ну и сейчас я, в принципе, восхищаюсь. Но каждый раз снимать одно и то же, ну, не очень интересно вам, наверное. Ну и мне уже глаз тоже так, знаете, подзамылился. Но так реально необычные, красивые такие моменты. Когда такие снежные горы, ну и так далее. Много всего такого. Ребят, тут я еду сейчас, смотрю на всю эту прекрасную красоту, так скажем, да, на это все великолепие, снежное буйство. Ну и мыслики свои всякие гадаю, думаю, всякие мысли свои в голове перемещаю туда-сюда, с полочки на полочку. И пришло мне в голову такое. Я помню, песня есть одного известного человека, я даже не буду называть его имя, потому что он не нуждается в рекламе. И у него есть такая песня, где он поет: «Еду в Магадан». Помните такое? Ну, конечно, все помнят, все знают. Даже если в интернете набрать, в ютубе, то все сразу же поймут, что это тот-то человек. И, в принципе, вы знаете, я сам повторял эти слова: «Еду в Магадан». Очень часто повторял, они мне тоже нравятся. Такое необычное словосочетание звуков. Вот. И странно, эта песня влюбилась в хиты, оно прям зацепило народ. Я так подумал, интересно, а чем она зацепила? Потому что когда поешь «Еду в Магадан», то есть как бы связано с тем, что там севера, там крайний север, холодно и так далее. А еще это связано, что, ну, как бы определенный контингент людей тоже, ну, смотрит, и это нравится им, когда едешь по этапу не в мягком вагоне. А я так прикинул себе, ребятки, прикинул и подумал: а я же сейчас не в Магадан еду, я еду в другую сторону. Я хоть в Магадане никогда и не был, но хотел бы туда съездить, но, к сожалению, ни разу не ездил. Вот. А сам еду совершенно в другом направлении сейчас. И пришло мне в голову, думаю, интересно, словосочетание будет или нет. А если я произнесу «еду на юга», думаю, вот слово «еду в Магадан», оно так сильно звучит, оно так классно поется и всем нравится. А вот словосочетание «еду на юга», оно как звучит? Я сам еще пока не понимаю. Интересно вот от вас услышать ваше мнение. Ну, собственно говоря, в этом тоже ничего плохого-то. Когда едешь в Магадан, я понимаю, там суровые мужики, суровый климат. А когда произносишь «еду на юга», ну вроде как бы круто, там же как бы загорелые женщины, солнышко, море, пляж, там песок, ну то есть как бы отдых, по идее люди должны расслабляться, и тоже должно нравиться. Ну поэтому я решил так вот как-то ставить, знаете, такую ставочку необычную.
своем видео, что ли, как бы. Типа вот как словосочетание «еду на юга». Не знаю, как оно зайдет, он не зайдет. Собственно говоря, это прикол. В данном случае, ребят, хочу обратиться к дорожной инфраструктуре, к руководителям дорожной, так скажем, инфраструктуры, кто отвечает за знаки. Я не знаю, какое это должно быть ведомство, вообще кто этим занимается. Вот 519 километр проехал. До этого был где-то 518, наверное. Значит, собственно говоря, о чем разговор? По всей дороге мы едем себя, никого не трогаем. И тут висит такой знак. Там он, во всяком случае, висел. Максимальная разрешенная высота 3,5 метра. 3,5 метра. Ребят, кто относится вот к этой вот системе управления вот этими знаками? Ну вы как-то, не знаю, не пугайте людей, что ли, или просто смените значок на другой какой-то, потому что это нереально. Вот я вам скажу, где это находится. Вот буквально мы подъезжаем вот к этому месту, 518. Ага, значит, там был 520 километр, скорее всего, где-то знак был. Короче, там линия электропередач проходит. Но она довольно высоко. Но знак 3,5, я считаю, это кощунство, друзья. 4,5 везде висит. И по всей трассе, даже, например, на Беркаките, там 4,5. А здесь 3,5. Ты случайно проехал Беркакита, здесь тебе нужно что? Остановиться и стоять ждать, пока что-то изменится? Очень странно. Ну, в принципе, это никого, наверное, ни к чему не обязывает. Всем, скорее всего, пофигу. Ну, мне кажется, какие-то меры должны приняться. Может, кто видит этот видос, как-то это повлияет. Еду на юга. Ребятки, там, где кончаются дороги, как говорится, знаете такое выражение? А здесь там, где кончается асфальт. Обратную сторону Луны я вам показать не смогу, но обратную сторону Титая показать вам смогу. Вот она. Заносит машину. Ничего, все в порядке. Но... Засыпали, да не там, где надо, блядь. А я уже к этому всегда готов, когда выезжаешь тут, знаешь, как по красоте почти, все время тут дрифтуешь, блин. Давай, Вовка, удачи. Ага, счастливенько. В общем, тот поворотик после желтого, квадратного, большого знака о предупреждениях начинается дрифтинг, господа. Дрифтинг. Вот. И поэтому будьте внимательны. Даже если там засыпано, там дрифтинг будет. Что такой поворотик себе, знаете, каверзный. Но обратная сторона Тита у нас выглядит вот таким вот незатейливым образом. Значит, как летом. Слово такое интересное, как летом. Все, с этого момента пошел Нерюнгринский район. И это нас приближает к Амурской области, друзья. Сегодня собираюсь в нее попасть. Лапри там меня ждут и так далее. Ну, собственно говоря, ребятки, тут никого нету сейчас. Вот он, красавчик Тит. Именно красавчик. Но не расслабляйтесь, господа. Здесь тоже может быть скользко даже вниз. Если машинка навстречу идет, будьте аккуратнее, пожалуйста. Пропустите ее по вашей полосе. Притормозите. Перестройтесь, не знаю, как-то. Подождите ее, пока она пройдет поворот. Потому что кому на подъем там очень тяжко. В большинстве случаев-то все мы идем тут налегке. Вот, поэтому... Ну что, смотрите, идет снежок, там, да, погода, так скажем, МЧС предупреждает, да. Но условия. Как вы оцените по пятибалльной шкале, как говорится, работу работников дорожных служб? Лично я оцениваю на пятачок. О, молодцы. Обычно, друзья, кто поднимается, люди начинают нервничать где-то в этом районе. Ну, даже не сколько нервничают, сколько... Ну, тут никого нету. Ну, вы поняли, да?
Ну, вон там машинка дальше стоит, собственно говоря. Обезопасил себя, видимо, заранее парень. Ну, ничего страшного. Это нормально. Если он цепочки одевает, ну, это нормально. Для одноногой неправильной загрузки резонность в этом есть. Сейчас, ребят, разговаривал с этим парнем, который стоял. Он не перестраховался. Во-первых, у него цепи уже кончились. Блин, не спросил, как зовут. Ну ладно, привет тебе, если ты увидишь это видео. И, значит, цепи кончились, развесовка неправильная, цепей уже нет, хоть и посыпано как летом, но с неправильной развесовкой заехать невозможно с одной ногой. Ребятки, вот он стоит и ждет самосвала или еще кого-то, чтобы кто-то мог помочь ему туда заехать. Он даже до верха не доезжает, он на первой полочке все уже буксует. Хотя засыпано-то превосходно все. Друзья, покушал на транзите, вон там. Ну что, после, как говорится, хорошо покушал, надо хорошо и отдохнуть. Вот сейчас я начну отдыхать по обледенелой дороге. МЧС меня предупреждала уже трижды за сегодня. 3 сообщения. Цепи, противоскольжения, побольше теплых вещей и топлива в запас. О как. Так что Женя звонил, что на лапрях сложно. Еду, поглядываю на термометр. Сейчас минус 9. Ну, лед уже к этому времени более-менее адекватный. То есть уже можно примерно воспринимать машину более-менее нормально. На поворотах там и так далее. Поэтому чем холоднее, тем лучше. Что, первые ласточки. Вот Френч прошел на цепях. Я сейчас спросил, что на цепях-то, говорю, идешь? Он говорит, да на аэропорту были проблемы там. Не сколько у него, сколько там, ну, проблемы, сами знаете. Я, говорит, цепи набросил, проехал, а сейчас, говорит, пока лень снимать, до этого Тита, говорит, дойду, посмотрю, что там. Ну, я ему рассказал. Так что все, первые ласточки пошли. И вот второй тягач с 2 ногами, с 2 осями уже тоже на цепях прошел, только что. Вот идет парень с 2 осями тоже. Не обратил внимания, по-моему, без цепей. Друзья, Чурмакан. Ну, проезжали машинки навстречу, никто ничего не сказал. А я и не спросил. Ну, значит, нормально. Пока иду без цепей. КДМ-ка прошла вот буквально передо мной. Сыпанула. Вот один человек подвис. 1 нога цепи. Не помогло. На цепях с 1 ногой. Ну, если бы он шел ходом, я иду ходом. Блокировку не включаю. Иду так юзиком, бочком, без блокировки. Здесь кто-то висел. Ну, КДМочка помогла прям по-доброму, 100%. Прямо, знаете, прям вот, Вова, вот, пожалуйста, тебе. Так бы тут я тоже чувствую, бочком бы ехал бы. А то бы где-нибудь да и стал. Бочком вон я по камешкам иду, ребят. Но блокировку не включаю. Чурмакан прошли, почти что. Будем считать, что прошли. Вот насчет аэропорта стоит задуматься. Потому что ситуация какая есть. Говорят, что недаром говорят, допустим, залезть куда-то одно, а слезть в другое. Также и съехать с горки тоже не так уж и легко. Если тебя потащит, то что ты будешь делать? Отпускать только тормоза. Прицеп начинает складывать. Ладно, братцы. Посмотрим, поспрашиваю насчет аэропорта, потому что недаром парень меня предупредил и сам на цепях ехал. Чурмакан пройден, друзья. Так, ребятки, трал. Давайте-ка блокировочку, наверное, воткну на всякий случай. И попробую с разгончику. Потому что я продолжаю без цепей.
Опять же, наверное, парень с одной ногой. Так и есть. Одна ножка цепи, видели? Вот. Знаешь, там спуск чуть-чуть, но очень потихоньку. Проезд есть, но большая пробочка, там 2 фуры. Одна справа, другая слева висит. Нашлифовано, братцы. Короче, да. Придется, наверное, набросить парочку цепочек на аэродроме. Видели, как только камешки кончились, сразу же меня в заносик бросило. В общем, ребят, я никого не хочу пугать. Я вам показываю факты. Кто собирается ехать в Якутию на обычной машине с одной осью, европейский стандарт, будьте готовы к этому. Вот и все. Большой знак, извилистая дорога, поворот налево, предупреждающий. Опасный участок дороги, столько-то километров. Летом он не актуален, но вот зимой то да. Есть пятачок для принятия решения, надевать цепи или нет. Я сейчас воспользуюсь этой возможностью, заеду на него и поспрашиваю у людей, как обстановочка. Не заснял парня, подписчик, наверное. Короче, говорит, что есть там проблемы, но КДМки прошли. И по моей стороне, и по встречной есть там ребятки маленько раскорячились. КДМки прошли, короче. Поеду потихонечку, друзья. Я не буду газовать, просто потихо еду. А кто предупрежден, значит вооружен. В аэропорту на спуске там 2 машины торчит. Одна слева, другая справа. Все перекрыто. Ну, объезд есть, но менты стоят. Ну, я понял. Сейчас стану. Здесь стану. Пока посыпано, дай проеду. Я потихонечку иду, 2 ноги. Я еще на Хатыме меня предупредили еще, что там один, здесь другой. Потихонечку пойду, пока посыпано. А что, не зря сыпали? Понятно, просто там встречка идет, я вас придержал. Да, все правильно. А вы меня придержали, ничего себе напротив. Я думаю, сейчас я его загоражу. Я поэтому сюда хоть протянул. Почему? Вы мне кричите. Я понял. Все нормально. Все Просто ясно. у нас этот маленько... Ясно. Я тут, чисто, все, давай. я тут ехал, вот видите как, еле-еле. Ага. Ребятки, поеду на нижнем ряду. Ну, повезло человеку, его можно вытащить сюда, и все будет окей. Но опасно. Если бы не КДМки вот сейчас, да, тут нехер было бы делать. Вон еще один. Вообще, по идее, я как бы не стараюсь снимать такие моменты, да, но я считаю, вот это видео все-таки будет больше поучительным, друзья мои. 2 ноги у человека. И
И все равно, друзья, это аэропорт. Аэропорт, он не был, наверное, посыпан. Ребята либо посыпали, либо... Я не знаю. Ну, в общем, мотайте на ус, пацаны. Вот и все. Мотайте на ус, друзья. Теперь смотрите, господа. Я вижу, что посыпано. Нажимаю горняк. Так, дай-ка я блокировочку сниму. Нажимаю горняк. Ну, сейчас уже все, тут уже отпустило. На горняке, господа, подрывало на камнях. Так что вот так вот. Надеюсь, мои видосы все-таки дойдут до директоров компаний, которые сюда отправляют машины неподготовленными. Очень на это надеюсь. Чтобы шофера потом не мучились. Вот так вот. Мне кажется, что на него могут возложить ответственность. Допустим, ситуация какая? Ну у тебя же 2 ноги, езжай. Зачем тебе цепи, например, да? Может, у нее правда цепей не было. Отправили в дорогу человека. Так что, господа, 2 ведущих задних моста — это еще не панацея. Нужно быть очень бдительным. Дорога ошибок не прощает. Потому что можно быть как бы самонадеянным, да, еще где-то в каких-то моментах. Где-то на авось, на русский, да, все пройдет. Но лучше перестраховаться здесь, потому что дорога — это, как говорится, не только ты один. Ты отвечаешь за свою жизнь, за жизнь других людей. Здесь такая ситуация. А снег идет. А снег идет. Чувствую, скоро дорожники перестанут справляться, ребятки. Походу, парень сломался. Неприятный был момент под конец подъема. Догоняю, он так плетется. Думал, сейчас на спуск пойдем, побыстрее будет. Нет, на спуск идет так же. Походу, сломанный. Закрытый поворот, обгонять нельзя, но будем ехать. Парень поморгал. Спасибо. А то там уже сзади колонна собралась. Очередное, ребят, торможение. Походу, этот спуск тоже проблемный. Что там, шеф? Долго стоять будем? Может, цепи одевать? Лучше оденьте сразу. Так, ребятки, пришла пора накинуть цепочки. Как говорится, раз пошла такая пьянка, режь последний огурец. В общем, лучше не надо из себя строить там, да? Выглядеть щеголем. Я, мол, без цепей такой крутой. Ребятки, это уже, как там говорит Бог, помнишь анекдот? Я тебя предупреждал? Предупреждал. Поэтому, ребят, пойду-ка я цепь накину. Значит так, ребятки, я пропускаю уже какую-то движуху, не знаю какого по счету. Надевал цепи. Ну, не в том, что я так долго уж прям надеваю их. Проблема. А проблема в том, что там еще потом, и пока я надевал цепи, прошли 2 грузовика. Одна была из них Европа. И, короче, там загорожено оказалось все на свете. В общем, вот такая вот дорога. В принципе, если по большому счету, ребятки, наверное, цепи тут не нужны были бы. Все можно было бы зайти ходом. Итак, господа, поворот на Нерюнгри. Там дальше белка висит на подъеме. Принял, спасибо. Да, там у нас тоже по Висалово было. Там перед Чульманом гаишники регулируют эту ситуацию. На аэропорту фура слетела, с речкой стоит. Так что по вашей стороне, если кто в Якутск едет. Да, на аэропорту там вообще в 2 местах. Короче, и с подъема, и на подъем фуры по бокам.
Понятно, спасибо. Андрюха, ты услышал, нет? Вон там вдали светится пост Беркакит. Посмотрим. Подъезжаем к посту. Может, они в такую погоду не будут лютовать. И так скажут водителям: хреново, чем будем уже на нервы действовать. Так и есть. Привет, ребята, молодцы. Понимаете, водители,